Мы очень рады видеть вас на этой сцене. А собрались мы для того, чтобы поздравить наших первоклассников, юных, самых юных исполнителей. Здесь стоит у нас инструмент, очень красивый концертный инструмент. Он называется как, ребята? Рояль. Правильно, он называется рояль. У нас в классах стоят фортепиано, или можно их называть пианино, а здесь стоит рояль. И здесь будут звучать только фортепианная музыка сегодня, будут произведения татарских и советских звучать композиторов, поэтому мы будем очень рады слышать ваше исполнение. Ребята, посмотрите, никого мы не забыли, случайно? Все тут здесь, нет? Все собрались, и родители пришли, ну кто-то же случится, да? Кто там опоздал? Заходите, пожалуйста. Ой, кто нам пришел, ребята? Посмотрите, кто это пришел? Правильно, Лиза Рустамовна пришла и привела. Это у нас кто, ребята? Маруся наша, да, обезьянка. А это кто у нас? Чуня, который живет в нашем классе. Мы их так любим. Но Чуня у нас уезжала, да, так далеко, ее давно не было. Вот она приехала к нам на праздник, да, послушать нашу музыку. Ребята, посмотрите, и даже гостинцы принесла, да, нам Чуня. Ну, я думаю, сейчас раздавать мы не будем, да, а то весь сахар у вас потечет по усикам вашим, да? Поэтому мы оставим и посадим наших героев, будут они тоже слушать наш концерт, а родителям я объясню, что же за персонажи у нас. Маруся и Чуня, что они делают у нас в классе? Они наши друзья. Вы знаете, когда ученики играют красиво, сидят красиво за инструментом, правильно сидят, да? Чуня и Маруся радуются. А вот когда детки немножко шалят, они балуются, да? Играют гаммы неправильными пальчиками, да? Спотыкаются там, где-то запинаются, да? Что делает Чуня у нас и Маруся? Конечно, они отворачиваются и не хотят слушать наше исполнение. Поэтому наши детки исправляются, стараются, и вновь наша Чуня и Маруся, да, поворачиваются к нам и даже нам подают, что свои лапки, да, мы с ними так немножко вот дружим. Это наши классные друзья такие, да. Чуня мне говорит, что Чуня, ну мы, ребята, смотрите, Чуня хочет смотреть с нами мультфильм. Мы же уже с вами посмотрели мультфильм, да? Сегодня мы смотрели с детьми мультфильм на стихи татарского поэта Габдуллы Тукая «Мышь, попавшая в молоко». Правильно. Только, ну, вы сюжет уже поняли, да, мораль в чем? В том, что труд и терпение, да, дают возможность выбраться из сложной ситуации. Мышка у нас трудилась, она попала в молоко и сбила своими лапками молоко во что? В масло, правильно. Поэтому этот вот, знаете, поучительный мультфильм очень похож на нашу жизнь в музыкальной школе. Да? Нам тоже надо трудиться, стараться, тогда у нас все получится. Поэтому, наверное, Чуню мы сделаем так. Ты вот здесь сейчас посидишь, он будет следить за тем, как мы играем, как мы ставим концерт, да? Вы сейчас, ребята, послушаете мелодии из мультфильма. Мы сыграем фрагменты, а вы
угадывать, как называется мелодия, из какого мультфильма, а может быть и знаете авторов, хорошо? Слушаем внимательно и смотрим на экран. И что это, ребята, Рамина? Кузнечик. И еще какой ответ будет? Кузнечик. Конечно, в траве сидел кузнечик. А из какого мультфильма, ребята? А? Из какого мультфильма? А? Вот там мне подсказывают. «Приключения Незнайки». Вы не смотрели этот мультфильм, да? Нет. Значит, вам задание. Вместе с родителями на выходных смотрим этот мультфильм. Идем дальше. Идем дальше. Слушаем внимательно, ребята. Ну как, ребята? Правильно, этот мультфильм вы все знаете. Молодцы. Молодцы. Да. Слушаем дальше, ребята. А это вообще сложный у нас мультфильм. И как, ребята, правильно, львенок и черепаха, молодцы. И музыку на этот мультфильм написал Геннадий Гладков. Вы молодцы, но «Приключения Незнайки» надо посмотреть. Там такой герой есть? Нет, его называют Люлькин. Да, и интересный герой. А еще у нас Незнайка взял и полетел на Луну. Кто из вас летал на Луну? Ну? Кто летал? Никто, Незнайка полетел. Поэтому вам надо посмотреть этот мультфильм. Попросите маму, попросите папу набрать в интернете этот телефон и... Ой, и посмотреть этот мультфильм. Ребята, мы почему с вами разговор ведем про мультфильмы? Оказывается, в музыкальной школе есть такие зачеты. Во 2 классе, в 4 и в 6 надо на слух подбирать мелодии из этих мультфильмов. Поэтому мы должны знать эти мультфильмы, хорошо? Мы уже их подбираем. То есть, вот у меня один ученик есть, он говорит: Лиза Наргизовна, а поставьте мне ноты, я быстро сыграю вам любой мультфильм. Я говорю: ты такой хитренький. Конечно, по нотам-то мы глазками умеем читать ноты, да? Наши пальчики работают, а сейчас нам надо научиться слушать, чтобы наши уши слушали, и мы могли любую мелодию подбирать по слуху. А теперь, ребята, давайте еще раз на экран посмотрим. У меня появился новый ученик. Давайте посмотрим, какой он. Будем учиться, да? Будем сегодня играть на фортепиано. Вот смотри, как много здесь беленьких клавиш, как много черненьких клавиш. Беленькие клавиши — это как молочная бурная река, а черненькие клавиши — это наши
мостики. Мостик маленький, мостик большой. Мостик маленький, мостик большой, а под ними живут нотки. Вот под маленьким мостиком живет нотка до. Да. А под маленьким мостиком спряталась нотка ре. Ну, ты хочешь играть уже? Хочешь играть? О, какой ты шустрый, какой ты интересный. Да, нотку ре поиграть хочется нашему малышу. Да, а что скажи, почему бы не поиграть, да? Вот это наш нотка ре, а здесь под мостиком живет нотка ми. Да. Будем учиться, а? Будем учиться, да, будем с тобой учиться, будем знать, что такое фортепиано. Вот такой у меня появился новый ученик. Да, он хорошенький, и весит он всего 800 грамм. Маленький. Да. Ну, ребята, у нас есть и в школе наши ученики, наши первоклассники. Мы с ними сейчас познакомимся. Нам Ранила расскажет стихотворение и будем знакомиться с нашими учениками. Кто сидит, как на скамейке, на добавочной линейке? Знаем ноты мы давно. Эта нота будет До! Кто у нас нотка до? Эншенурива, выходи, будем сейчас с тобой играть. Мы будем исполнять песню «Я гуляю во дворе». Молодец, Инжи. Следующая наша нотка. Кто-то спрыгнул со скамейки, очутился под линейкой. Мы найдем ее везде. Эта нотка будет Так, Марк, Попов, Марк, там исполнит песню. Подожди. Мы сейчас поправим тебе. Тебе удобно? Так, песенка как называется, я забыла. Мыши. Екатерина Алерская. Мыши. по линеечкам носилась и на первой зацепилась. Нарисуй ее, возьми. Эта нота будет ми. Музафаров Марсель. Мы долго думали, что же вам сыграть. Марсель, встань немножечко, я подвину стульчик, да, чтобы тебе удобно было. И придумали. Мы сочинили песенку про Мишку, да?
первый и второй. Да с линейками, как сафар, эта нота будет... Фа, Мулаев Сабир исполняет песенку «Сова», да? Ага, Екатерина Алерская. На второй линейке нота, нам сыграть ее охота. В поле выросла фасоль, эта нота будет... Это у нас роман Вангелия. Мы сочинили песенку про дождик, да? Между третьей и второй нота песня, ну-ка спой. В ней слова лишь ля-ля-ля. Эта нота будет... Так, у нас играет песенку «Снег идет» Екатерина Алерская. Забыла тебя представить, да? Еще раз давайте попробуем. У нас снег идет. Следующая На нота. линейке третья нота. Вот и вся наша работа. Больше нот ты не проси, эта нота будет... Шамирова Ясмина. Так, а мы с ней придумали песенку от ноты Си под названием «Козлик». Мы не уходим. Мы сейчас всех приглашаем. Нотка Си у нас стоит, нотка Ля выходит ко мне. Ля-ля-ля-ля. Нотка Соль выходит. Фа. Нотка Ми. Ре. И нотка До. Вот, ребята, нам сейчас Рамина расскажет стихотворение про вас, про нотки. А вы, когда услышите свои нотки, помашите своей маме. Хорошо? Было дело, как-то раз ноты спрятались от нас. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Где нашли мы их? Спроси. Отыскали ноту до, мы в ведре с большим трудом, а ее соседку ре у полкана в конуре. Час искали ноту ми, заглянуть пришлось в камин, а где сложена дрова, отдыхала нота фа. В банке очутилась нота соль. В банке, где хранилась соль, сняли прямо с корабля пассажирку ноту ля. Сесть решили мы в такси, за рулем сидела Си. Си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Скрыться не сумел никто. Вот давайте мы поаплодируем. Сегодня первое выступление. Первый раз они играли на фортепиано, на сцене. Ребята, вы большие молодцы. А сейчас мы продолжим наш концерт. Для вас наши старшеклассники подготовили свои номера.
вечера праздничные. Пожалуйста, садитесь по своим местам. Сейчас будет звучать музыка советских композиторов. Советская музыка очень удобная для исполнения маленькими детьми и очень хорошо ложится на слух. На сцену выходит Ахметшина Залия с песенкой про двух козлят. Мишурная София исполнит пьесу «Фрид грустно». На музыку Виктора Игнатьева прозвучит песенка «Марш Барбос», а исполнит ее Галямов Рафаэль. Пожалуйста. Хорошо аплодируете, мне так нравится. Музыка Натальи Топорова. Неуклюжий танец Лешего. Исполняет у нас Сахалиева Ирина. Приходи, Ирина.
младшего состава ансамбля «Бархет». Пожалуйста, выйдите, ребята. Мы сейчас с вами исполним песенку «Часики». А руководитель у нас Шерифулин Наиля Павловна и концертмейстер Асанова Мария Нуруловна. «Собачка потерялась» исполняет Шерифулина Рамина. Песня «Золотоискатели». У нас скоро ведь праздник, да? Какой, ребята, будет праздник? Ага, молодцы какие, знаете, да? И сейчас специально у нас Мифтахова Рамина исполнит песню и посвящаем их нашим мальчикам. Hoşuma
Татарская государственная консерватория. И вот там собрались все знаменитые педагоги, самые лучшие композиторы всего Поволжья и Придуралья. И именно с этого времени композиторы начали выпускать ноты для самых маленьких и юных пианистов. Сейчас будет звучать татарская музыка, татарская народная песня «Ашхабад». Обработка Загида Хабибуллина, исполняет Жанзакова и Гизаков. Мансур Музафаров, Шаян Жер. Она учится на народном отделении, и ее основной музыкальный инструмент – домбра. А ко мне она ходит как на второстепенный инструмент фортепиано. Да? Спасибо. Рустем Абязов, пьеса «Чайник», исполняет Муртазина Ирина.
Файзи, скакалка, исполняет Нурмухаметова Аделина. Я сделала небольшую обработку, мы сыграем с ней вместе вдвоем. И на сцену приглашаю вторую группу младшего состава «Бэхэ». Песенка о дружбе. Слова Михаила Плецковского, музыка Владимира Шаинского. завершаем, да? Ребята, помните, кто учился у меня в прошлом году, мы делали такой же дебют, да, дебют пианиста. Это такой волнительный был праздничный концерт, и мы вам подарили медальки, да. Давайте мы эту традицию поддержим, да. Сейчас я буду приглашать к вам наших первоклассников, а вы им подарите памятные значки. Дебют пианиста. Луиза Рустамовна нам будет раздавать сейчас значки. Я приглашаю на сцену нотку до Нуриева Энджи.